Это вот хостел, ну, так скажем, это апартаменты какие-то в таком полуподвальном помещении, basement по-английски, по-американски. И мы сделали предположение, что в свое время здесь, скорее всего, было помещение, в котором, ну, так скажем, жители Вены держали лошадей. То есть вот там своды. Ну, или это была какая-то ночлежка, может быть, там для слуг. Ну, в общем, довольно такое уютное в Вене место. И действительно, вот я вчера, пока этого видео нет, но вчера я разговаривал с человеком, жителем, так скажем, Вены, и вот он мне сказал о том, э, э, что Вена – это город для богатых туристов и богатых мигрантов, так скажем. То есть, если Прага, там еще какие-то города, вот, допустим, они собирают в основном туристов без денег, то Вена, она такая очень имперская в этом отношении. И здесь туристы, они обязательно с деньгами. Ну, и действительно видно по счастливым лицам арабов и арабок, что действительно они здесь, ну, при капиталах, так скажем. Не знаю, ну, здесь много, кстати, очень арабок, которые, ну, такие одинокие там. Видимо, там мама, дочь, или там мама, тетя, дочь. Вот по такому типу, короче, и там, ну, просто видно, так скажем. Не, мы вчера просто с исследовательскими целями, я это видео не грузил, там я начал снимать, а там чувак говорит, лучше, говорит, не снимайте, это, говорит, типа для вашей безопасности. А я говорю, ну, блин, проблем нету, но не знаю, причем здесь... Ну, я думаю, что да, действительно, там кофешоп. Фишка такая, что я вот сейчас загрузил, да, картинку поставил, ну так, ну, думаю, сейчас потроллю народ наш, там, значит, подписчиков. Ам, Слышите? Здесь сейчас 8:56, а штробят они с 7 часов. Почему так? Потому что, ну, здесь нормально. То есть, здесь все австрияки встают часов в 5, наверное, утра. Ну, потому что они легли в 9 вечера. Не, в 9 вечера они уже там седьмые сны снятся им. Они ложатся в 10 часов 8. К слову сказать, здесь все крупные магазинные сети, они закрываются в 7-8 часов. То есть, если что-то не успел, особенно алкашку, короче, и здесь нету вот этих алкомаркетов. Я вообще считаю, что признак наличия алкомаркета, да, ну, он, конечно, хороший, но это признак бедности определенный. То есть, такой этап, при которых, ну, как бы, ну, население привычное к употреблению алкоголя. Сегодня с утра, естественно, у меня такая антиалкогольная тема. Ну, вчера, так скажем, алкогольные напитки заливались у меня блестяще, так скажем. Значит, соседи по проживанию говорили, что я в астральном состоянии кого-то уничтожал. Один даже коллега пострадал, короче. Эти очки, значит, не знаю уж как. Но получается, коллега работал вот здесь, где я сижу. И прошел, ну, так скажем, на свое койко-место. И я там в астральном состоянии его метнул, короче, вот этими очками. Я так подумал, что, наверное, так скажем, что-то это какой-то был сигнал мне, ну, к сегодняшнему этому, то есть немножко успокоиться, так скажем, выдохнуть и уже быть несколько более серьезным. Потому что хихоньки да хахоньки, а форум и 172 подразделения, не знаю, правда, каких, признали там террористами. То есть для многих это на самом деле... Вот вчера мы сидели, и люди так достаточно, ну, серьезно вот это воспринимают.
И я так подумал, что немножко надо так скажем, ну, в том числе с вами, у меня же как канал развлекательный такой больше. Я так подумал, что надо более серьезно, однако, проводить беседы, там вот всяких, ну, ущербных, так скажем, людей не задевать, потому что действительно, ну, представляете, всю жизнь унижали, и там люди старше меня. Естественно, что я так подумал, что это, наверное, это неправильно. То есть вы, наверное, мне подскажете. Но с другой стороны, это же политическая борьба, там все методы, как говорится, хороши, да. То есть если они используют такие методы, то почему бы мне не использовать, да? Ну, не знаю, я думаю, что надо все-таки вот это, так скажем, с негативных позиций, да, уходить, потому что это вот действительно путь в никуда. Но вот я иногда невзленно понимаю, то есть этого человека, который, ну, по слухам, опять заказал избиение Волкова. Ну, там сейчас вот сидели, тоже обсуждали, там вроде говорят, подоплека не такая. Не из-за того, что там Волков слишком много там говорит, какой-то ерунды там и так далее. Ну, там, или там швыранул невзленно на деньги. А, Ну, в общем, короче, Макс Шаман там что-то. Ты откуда, Макс Шаман, напиши. А лучше кинь номер телефона, адрес. Ну, вот. Дальше-то я вот тоже гляжу, короче, лицо внезапно отекло. Отекло, короче. Еще 2 таких поездки в Вену, я превращусь в алкостримера. Мозг совершенно атрофируется, и я буду, ну, наверное, какой-нибудь Геннадий Порожняк. Там, не знаю, я даже выдумать сейчас не могу. Ну, так скажем, начать каким-то достаточно примитивным языком говорить, да, вот, ну, который нравится публике. Я даже вот, ну, что там они обычно говорят-то? Ну, в общем, не важно, что говорят, но, в общем, вы поняли, о чем речь. Так, вот я сейчас нахожусь в Вене. Ну да, здесь, конечно, условия такие, так скажем, мягко говоря, не просто спартанские, но, так скажем, в Рашке это был бы номер люкс, короче. Ну, где-нибудь в Улан-Удэ. Ну, вот. Вчера такая мощная прогулка была. Или, не знаю, может быть, мукбанг сделать. Ну, я не знаю, здесь мы ходили в основном по туристическим местам и не туристическим местам. И, кстати, мы с Андрюхой спросили чувачка одного о этом, о ресторане или о баре, в котором можно, ну, как бы, там локальные, locals. Ну, он нам посоветовал, мы пришли, и там действительно приходим туда. И Андрюха там этого официанта спрашивает на английском языке. И тут официант завис, короче. Ну, либо он не говорит по-английски, что, ну, для официанта довольно странно в туристической Вене. Либо мы действительно в такое место забили, где не обслуживают, ну, или не хотят видеть туристов. И одним из этих признаков, я считаю, это наличие отсутствия оплаты картой. Ну, какой сейчас турист там везет с собой там кучу налички, например? Ну вот. У Халтарова бумажник.
Ну вот 10 злотых у меня. Какие-то чеки. Так. Ну и все, и больше нет ничего. А, не, вот 20 евро есть. Всего лишь. Ну вот. Все остальное ну, как бы на картах. Поэтому тут ничего удивительного нету, как бы. Что все расплачиваются картой, и ты приходишь в ресторан, а тебе говорят cash only. И, видимо, там такими большими буквами написано при входе. Ну, откровенно говоря, если бы они разместили там еще и нарисовали бы бумажку, ну, какие-то купюры, было бы более понятнее. Все-таки чувак меня достал, застробил там. Так. О, Господи. Думаю, банить дурачка или не банить. В общем, ладно, пока пускай посидит. Ну и вот. Забыл нить. Ну, в общем, ну и там пиво, не сказать, что дешевое. В общем, ну, для Вены, видимо, стандартная цена от 5 евро до 6 евро. То есть, вот в этих рамках. И мы такие что-то... Ну, то есть, там действительно одни австрияки сидят, и это аус, вот это все слышно. Я такой думаю, интересно, ну, то есть, я помню в 2007 году, когда впервые приехал в Польшу, у меня тоже вот это вот все слышалось. И действительно, ну, такой вот какофония такая звуков, хотя, ну, я пытался так в фоновом режиме ухом разобрать, что там говорят, но вот, ну, как бы мозг только аус, вот так было, короче. И мы потом потопали, и я смотрю, там, ну, идем мимо дома, тоже бейсмент такой. Ну, и там чувак, короче, что-то как будто делает вид, что с крана что-то там льет. Значит, смотрю, ну, я говорю, давай, Андрюха, сюда, может, зайдем, короче, вроде место, ну, такое. Заходим, а там получается интересная вещь, там полностью бейсмент, это зал, где проводятся спектакли. Это театр, оказывается. Ни вывески, вообще ничего нету. То есть, какая-то совершенно маленькая там, и, ну, непонятно, что ни иллюминация, ничего просто. То есть, дверь, заходишь налево, значит, спектакль, направо вот эта пивнушка. Гардероб там, это просто вот вешалка, значит, стоит, люди там, ну, свои вещи вешают. Ну, и действительно такая довольно локальная такая мероприятие. Зашли, я через переводчик, хотя я, ну, в принципе, то же самое мог бы и сам придумать, но я через переводчик и спрашиваю, есть ли у вас австрийское пиво. Ну, и чувак мне на немецком вдруг отвечает, короче, что типа, вот у нас это, а я... В Австрии немножко другой немецкий. Я, откровенно говоря, понял где-то 40%. И пока мой мозг переключался и пытался понять, что же ответил бармен, Андрюха вдруг на английском с ним начал говорить, короче. Ну, тот переключился на английский, ну, и тут стало все понятно. Он сказал, что вот есть конкретно австрийское пиво, и он называет, вот его спрашивают, это темное или светлое пиво, и он говорит, забыл это слово, в телеграм-канале у меня есть. Это что-то среднее. Она немножко кисленькая и, так скажем, не совсем не фильтрованная, потому что, ну, в нефильтрованном осадка больше гораздо. Ну, довольно приятное пиво. Однако это, ну, такой масс-маркет. То есть, я не заметил, ну, по крайней мере, мы не были в таких барах, как вот в Варшаве это распространено. Заходишь в бары, там у тебя там 20 кранов какого-нибудь польского крафтового пива, короче.
И, безусловно, мы там ходили, значит, потом там посидели, поперлись в ресторан, фишка которого в том, что они варят пиво внутри. Там несколько чанов стоит, несколько залов есть. Ну и очевидно, что там очень много местных завсегдатаев локальных. Ну и, в принципе, то есть, кто будет в Вене, я советую это заведение посетить, потому что, ну, в общем-то, там можно оленины поесть, кабанятины, короче. Ну, то есть, это не выдумки, на самом деле. В меню это все присутствует, только единственное, что нужно искать, и там, ну, довольно быстро обслуживают. Пиво, ну, после того, как ты привыкаешь к тому, что ты пьешь крафтовое пиво, кажется, что вкуса нет практически. Ну, хотя, ну, так скажем, австрийское пиво это вот для местных, короче, так скажем. Хочешь, оно такое легенькое, так скажем, хотя там процент указан большой, но, в общем-то, такого сильного не производит впечатления. Однако, там варят пиво, содержащее траву. И, ну, естественно, какое пиво Халтаров заказал. Заказал такое пиво. И поначалу это вкус не распробовал, а как распробовал, так оно быстро было выпито. Ну, оказалось, что там есть, да, какие-то вещества. И это не, это, и цена этого пива не такая уж значительная, между прочим. То есть соседнее пиво одинаково стоит. Там, может быть, какие-то евроценты, десятки, может быть. Но там не как это был в Рашке. Там ценник был там в 2 или в 3 раза выше, например. Так что всем, кто будет в Австрии, советую, значит, этот ресторанчик. Название я не говорю, потому что не помню, а в описании видео я там, ну, когда буду редактировать уже, когда компьютер будет, я постараюсь там вставить и вместе с ссылками Google там и так далее. То есть, ну и вообще, в принципе, я там, наверное, составлю наш маршрут, как мы ходили. И, в общем-то, ну, не напряжно. То есть, Австрия все-таки вот имперский город. Чувствуется это и по архитектуре, и по тому, как устроены дороги. В общем-то, немного сил требуется. То есть, если вы на несколько дней приехали, советую сразу купить проездной билет. Дневной там есть на день, есть на 2 суток, есть на 3 суток. Самый выгодный получается на 3 суток. И, конечно, с точки зрения, вот, если вы хотите посмотреть, то советую вам на трамваях, конечно, кататься, потому что метро, оно немножко запутанное. Ну, для тех, кто первый раз пользуется. С другой стороны, это метро, оно достаточно понятное. Ну, то есть, если разобраться, например, кто там объездил там, кучу стран и так далее, не найдет, наверное, серьезных причин говорить, что в Вене метро какое-то совершенно запутанное. Не, ну, садишься там, точно так же там, на пересадочной станции ездишь там и так далее. То есть, ничего нету там абсолютно такого сложного. Метро новое относительно. Так. В Улан-Удэ есть такое пивоварня, называется Шонибачи. Она, конечно, спохабила жестко. Забыл, как этот производитель называется. На улице Лимонова, короче, находится. Шонибачи – это от венгерского дядя Саша. В принципе, если хочешь, там можно заказать пиво. Раньше было Даринское, я не знаю, может быть, возобновили варить. Но странным образом любые пивзаводы по всей Рашке, они банкротятся. То есть, они вот так где-то на пик выходят. И вот после пика, после того, как они стали массово и качественно варить пиво, происходит резкий спад. И это по всем городам одинаковая ситуация. И потом они банкротятся и исчезают вообще.
Не знаю, может быть, это монетарная политика, может быть, это налоги связаны, может быть, это просто, что, ну, чувачки срубили бабла там, а вкладываться там в сохранение культуры той же дрожжевой не хотят и так далее. Поэтому, ну, так скажем, Улан-Удэ это все-таки не пивная культура, это больше культура крепких алкогольных напитков, водки. Ам, Потому что я не помню, чтобы я начинал свою алкогольную жизнь с употребления пива. Это были всегда крепкие напитки, коньяк. Я помню, даже амаретто пил в свое время. Там, сколько мне лет было? 8-9 лет. Ну, то есть, там угощались. Понятно, что я там не алкоголик с 8-9 лет, но пробовал. Пригублял, так это называлось раньше. Кто помнит такие веселые времена, детям давали пригубить. И ну, так и давали фактически. То есть, вот брал там чуть-чуть. Ну, так, ой, это как взрослые, так тоже. Типа там. Помню, это всех веселило, короче. Ну, вот. И сейчас, ну, по крайней мере, лет 7 назад, пассионаты, так скажем, любители алкогольных напитков, они начали переходить массово на варку самогона. И некоторые в этом преуспели, и даже, в общем-то, ну, по цене водки он продается на самом деле, то есть не больше, не меньше, ну, потому что это тупо затраты, чтобы отбить там и так далее, себе немножко наварить и там, может быть, друзьям раздарить, ну, за денежки, так скажем. Это существует, и поэтому надо просто местных поспрашивать, где же можно, допустим, достать самогончику. А самогончик, он везде, там где-то из-под полы продается. Причем это действительно будет самогон, а не какая-то там паль, которую там, я не знаю, просто смешали там и окрасили чем-то. Хотя сейчас мне кто-то сказал, говорит, там столько, говорит, якобы самогона, что, так скажем, уже эти бутлегеры научились подделывать. То есть берут просто спирт, на чем-то там замачивают, короче, на каких-то там стружки какой-нибудь дубовой, да, значит, заливают эту техническую спиртягу, короче, она там настаивается, дает цвет, может быть, красители еще подбрасывают туда. И, значит, разливают по бутылкам, потом продают и говорят, что это типа самогон. Поэтому надо все-таки искать самогонщика, короче, и от него покупать. Да и вообще, в принципе, всем своим зрителям говорю, алкоголь зло. И надо ратовать в большей степени за легализацию. То есть, я там все время писал, что будем варить харанхои, там, вот это пиво продавать его там по всему миру. Ну, в общем, ладно, дальше. Захожу я в этот кофешоп. Значит, ну, там все довольные люди, конечно. С довольными лицами, так скажем, с расслабленными лицами. Конечно, заинтересованы в продаже. А там такой огромный кофешоп, получается, симметрично расположен. Там различные приспособы для того, чтобы употреблять, так скажем, продукт. Ну, и там в банках какие-то шишки, ну, трава. Я спрашиваю, говорю, это, ну, цена там 15 евро за грамм, видимо. Я говорю, что это? Говорю, а он это говорит, это CBD. Ну, то есть, получается, ну, я не знаю, правда, как они экстрагируют только каннабинол из этих шишек. Может быть, есть методика, статьи не читал, посмотреть надо. Но CBD – это аналог каннабинола, который не оказывает наркотического действия вроде как, ну, на какое-то время вроде бы. Вполне возможно, я читал, что это может быть антагонист, но могу врать вам. Но как антидепрессивными свойствами обладает. Да? А вот он говорит, не-не, а вот я говорю, where is real? Говорю, где настоящий? Ну, и у него там такая банка стоит. И он так маркетинговый ход открывает, и оттуда, ну, прям валят, короче. И мы там туда носами, короче, и мне, ну, откровенно говоря, вот пару раз вдохнуть хватило.
Чтобы понять, что там, ну, действительно такой селекционный какой-то продукт, такой мощный, короче, прям, ну, вот отдает натуральная, она так не пахнет. И, ага, там, я напрягся, потому что кто-то колотится к нам в дверь. Так. Ну, Макс Шаман, смотри, ты вот пишешь, да, ну, ты не знаешь, алкоголиков бракуют. Я не утерял, так скажем, некоторых контактов с Улан-Удэ. Дело в том, что в армии не нужны самоубийцы. Вот в русской в этой. То есть там первое время-то, видать, когда вот этот порыв был, туда, видимо, набилось большое количество тех, ну, которым жизнь уже надоела. Вот эти вот они уже там испиваются, искуриваются, снаркоманиваются и так далее. Ну, и они думают, ну, ладно, подзаработаю, там какие-то кредиты закроют, там еще что-то, ну, какие-то долги, да. И они там, естественно, то есть, ну, относились как к чужим жизням хуево относились и к своим. И, естественно, там дохли там или там, ну, как, пьянка, гулянка, туда-сюда, короче, ну, то есть. И поэтому там вот, показывают, что они там в ямах сидят, в этих, ну, это вот эти бакланы как раз. И их такое количество было, что всех не утилизируешь же. Ну, это психически тоже тяжело. И поэтому, видимо, приказ пошел, что алкоголиков нужно проверять. Потому что много там алкоголиков, видимо, сдохло от того, что они перестали просто пить. Попали в армию, перестали пить и сдохли там. И, конечно, большую часть этих алкашей записали, что они там героически погибли там где-то там как короче, там укрофашистский дрон там порол жопу там, короче, там Степану Петрову там, блядь, там еще какая, ну, такая героически, блядь, телом нахуй там накрыл, блядь, там укрофашистскую мину, блядь, там еще что-нибудь в этом роде. А он там просто сердечно-сосудистого какое-нибудь заболевание сдох, короче, там труп. На труп там гранату кинули, короче, ну, чтобы было видно, что он там как будто бы там что-то геройствовал, короче. Ну, и это же все же знают, что такие случаи существуют там и так далее в большом количестве. И, по-видимому, медкомиссии дали, вот если алкоголик, там печень пропитая, короче, там хронический алкоголизм и так далее, то их отсеивают. Но они все равно хотят, там полно этого блюда, ты не понимаешь просто. Там полно этих алкоголиков, но они просто не проходят комиссию. И мне смешно, когда там какую-нибудь чувачка задерживают, короче. Ну, там он говорит, мобилизовали меня, там, я не хотел, там, туда-сюда. Ну, как ты не хотел? Ты месяц ходил минимум, короче, перед тем, как в военкомат попереться. Они ходили вот с этим листом по огромному количеству специалистов. Там все поликлиники забиты этим сбродом, так скажем. И их уже не берут. Понимаете, медкомиссия отсеивает этих полудурков. То есть, если он в начале своего алкогольного, так скажем, алкогольной жизни, он еще может попасть. А если он в конце алкогольной жизни, то все уже не берут. Потом там был такой прикол, что в Якутии там бомжей вербовать начали. То есть, мы там импорта делаем туда-сюда с возможностью уйти на СВО, короче. А что такое бомж? Ну, это полностью социальный элемент, деградант. И даже если он попадает туда в такое состояние, он там тоже забомжевывается. Там на них вши, там это все живут. Они там, у них симбиоз с этими, со всякими там этими существами там кровососущими и так далее. То есть, нахрен такие, когда можно вон, практически спортсменов, олимпийских чемпионов туда, вон, бурят, например, загнать. То есть, этого народу полно, ты просто не понимаешь на самом деле. Там уже отбраковка идет массовая, короче. Есть немножко хроники, все уже не идешь, короче. Поэтому это все, да, конечно, там это пропаганда есть, там все прочее. Взятку дал, вот он пишет, у моей бывшей брат с гепатитом С уехал.
Гепатит С сейчас лечится, короче, если он принимает препараты, да, соответствующие. А во-вторых, ну, мы же не знаем, может, взятку дал. То есть сейчас и такое практикуется. Взятки дают. Не чтобы не ехать, как вот в Хохляндии там поймали же этих представителей медкомиссии, которые там спали там в квартире на 5 миллионах там, долларов, евро там, и так далее, короче. А дают взятки, чтобы поехать. Понимаешь? Поэтому Морган. Но, видишь, одно дело вот у нее вот эта ненависть, она в никуда уходит, короче. Пускай блок начнет вести. Ну, либо там заниматься вот бурятской тематикой, или меня ей дай, мы ее включим там в состав нашей партии, короче. Ну, чтобы жизнь медом-то не казалась, короче. Одно дело вот просто так ненавидеть, ну, хейтерша такая там. И вот, ну, у многих бурят вот на этом заканчивается. То есть, лучше русских они не хотят становиться. Мозги развивать, больше работать и так далее. Там, вот у многих бурятошек, вот как Морган, как у твоей жены, у них вот на этом заканчивается, и они себя очень хорошо чувствуют. А ничего не делается для того, чтобы, ну, там, скажем, численность снизить там, или еще что-нибудь в этом роде. Понимаешь, это бесполезно. Уранхай там что-то порвался, короче. Ой, это не бурятка, это метиска какая-то, короче. Там приехала к родне бурятской. К этим к чуркам приехала, короче. Ее спрашивают, ты бурятка? Она говорит, нет, я русская. Ну, да, это патология. То есть, к сожалению, достаточно большое количество бурятосов этим страдает. И, ну, это из-за чего? Если бы железная дорога через Саху проходила, например, это к 1900-м, я более чем бы уверен, что, ну, там не было бы такого, как, значит, как сейчас. Да? То есть, это все, конечно, сказки такие, ну, что вот они как будто сохранить. Да никто ими не занимался просто. То есть, была задача русифицировать бурят, уничтожить вот эти, возможность появления национальных идей в Бурятии. Ну, в общем-то, Русня, в общем-то, с этим справилась. Другое дело, что возникают буряты русскоязычные, которые говорят, что мы в этом русском мире, нам вот его здесь, и благодаря тому, что там читают умные книжки различные, естественно, в этом отношении у бурят, я так понимаю, ситуация получше. Я даже удивился, что многие саха говорят, что у бурят сколько там организаций, сколько там образованных там бурятосов, там, значит, разные позиции занимают, с крайне левого фланга, заканчивая крайне правым, например. У нас саха там все гораздо хуже, там активности практически нет никакой, ну, за исключением некоторых определенных лидеров, например, да. Я, ну, общался и с Владом Амосовым, и с Зубаревой. Я так сижу, удивляюсь, я говорю, ну, с какого перепуга-то у нас, мы же вообще вот буквально чуть-чуть, ну, и все, и бурят не будет. А якуты там, ну, через 100 лет останутся, конечно, это понятно, что наличие вот собственного языка, да, ну, сохранившегося языка. С другой стороны, проводились же исследования, которые показывают, на саха проводились, причем проводилось на якутоязычных саха, которые проходили обучение в русской школе. Ну, вот оказалось, что мозг их думает на русском языке. И занимается дополнительной работой, короче. То есть, он переводит, значит, на язык саха, воспринимает язык саха, там внутри переводит, потом снова в центр отправляет, который ответственен за говорение уже, там, и так далее. То есть, двойную функцию делает. И поэтому, ну, конечно, там часть ресурсов мозга, она уходит просто вот на этот скрытый перевод, так называемый. Почитайте, эти статьи есть. И вот бурятам-то тоже нужно такие исследования проводить для того, чтобы, ну, понять, как от русского языка избавиться. А я считаю, что нужно от него избавляться через переход, например, на другой язык. Например, славянской группы, там, белорусский, украинский, польский.
Начать просто в семье говорить на польском языке, допустим. А что, хорошая идея. Заменить русский польским. Потом вообще от русского отказаться, а уже следующее поколение, которое будет расти у вас в семьях, оно говорить будет на польском языке. По-моему, хороший вариант. Особенно для миграции. Ну да, Латомосов был. Ну, был, да, как говорится, это, сплыл. Но он же профессиональный военный. Так у нас есть же этот, как его, Шалобол-то. Великий вояк-то, бен бывший алкоголик-то, алканавт. Я же его сконтактировал с Владом, короче. Ну, и не только с Владом, там еще с несколькими людьми. Так он, наверное, такой кринжатиной там отвалил. Что он великий Рэмбо. Там, значит, взглядом сбивает русские вертолеты. Дроны его просто с этими, как его, с минами от РПГ там от него будут отскакивать, короче. Он такой говорит, за 10 тысяч долларов поеду, короче. Ну, а я там у него у виска покрутили, говорит, зачем какому-то, блядь, тут, извини меня, коротышке, короче, 10 тысяч долларов в месяц платить, хотя на эти 10 тысяч долларов можно 10 Микол содержать. Ну, то есть, это же явно там какое-то отсутствие не просто интеллекта, это психическое какое-то расстройство, алкогольный делирий. И поэтому, естественно, что, ну, как можно, ну, вообще, в принципе, что-то серьезное воспринимать после того, как, ну, такой кринжатин, короче, а там, ну, желания-то, конечно, было много ехать там и так далее. Ну, не дожили буритосы, как там один этот сказал Соколов, короче, что, ну, ваши чурки, говорит, до нуля не дожили, короче. Вот так было сказано. В том смысле, что вроде и приготовления были и все прочее. Но, с другой стороны, я не вижу вот этих мотиваций, так скажем, да, то есть ты, по сути дела, приезжаешь в условия, когда, ну, ты вообще никто. Да, то есть тебе там вообще ничего не дают, короче. То есть позиция ВСУ предельно чистая и ясна, короче. Никаких национально-освободительных батальонов там нет. И не может быть в составе ВСУ, короче. Одно дело там добровольцы, которых там, ну, кто-то там финансирует, так сказать. Это одно дело. Но там, ну, представляете, сколько мы можем содержать таких добровольцев. Там минимум это 5000 долларов просто вот в месяц нужно. Не ему платить, а вообще, чтобы он там существовал, воевал там и так далее. То есть, это другой порядок просто сумм, короче. И поэтому, естественно, что если бы у нас было там парочка миллиардеров бурятских где-нибудь за рубежом, например, то, конечно, мы бы могли там на 100 миллионов долларов закупить амуниции, там где-нибудь в дружественных европейских странах иметь, значит, склады определенные, там, больницы уже какие-то, санатории для того, чтобы ротацию проводить. И там, ну, сброда-то полно по всему миру. Можно было бы навербовать. Но это сложный процесс на самом деле, потому что, ну, ладно, допустим, проехал через Польшу в Украину, в ВСУ, короче. Все наши тыловые базы, они в Европейском Союзе, короче. То есть, ему нужно визу. То есть, чтобы обратно выехать с Украины, короче, да? То есть, там, ну, все не так просто на самом деле. Все думают, что вот и там как в пропаганде там приехал на все готовое. Нет, так не бывает же. Но, к сожалению, миллиардеров нету. Нет возможности что-то такое организовать. Естественно, что дружественные страны, они, может быть, так как бы заинтересованы в чем-то, но нужна аффилиация, опять же, я говорю. То есть, нужны фонды, нужны официальная регистрация, так скажем, да, для того, чтобы общаться. Я поэтому и говорю, что первый вопрос, вот, например, по той же карте Монгола, они там вообще зарегистрированы? Ну, потому что это частная инициатива. Я вот сейчас здесь в Вене закончу интервьюировать людей, и
Да, кстати, сегодня надо не забыть у людей интервью взять. И напишите, как, кстати, чистенький, почище звук или нет, друзья. Так. Это Уренхай, ты это не бомби там. Да мы знаем, что делать, господи, что ты. Все это шляпа. Нужно образование иметь на бурятском языке. Без образования, без ежедневного того, чтобы там 40-50 минут в тебя бурятский язык не втекал через учителя, все эти твои фильмы, там, продвижение культуры и так далее, это будет работать на русского Ваня, на продвижение нарративов русского мира. И что толку, он будет бурятоязычный, валенок. Ну, как каких вот в Саха полно, там же тоже много, они якутоязычные, а валенки. Ну, кто из вас, например, я вам говорю вопрос, есть у вас автор, который какую-нибудь националистическую литературу написал? Ну, нету, потому что люмпины-комбедовцы, понимаешь, колхозники. То есть, они, бытие их, так скажем, оно вот это люмпинское, комбедовское. Это у всех, это все нации прошли. И русификация, она вот проходила именно по этому пути. Обыдлению и отуплению. И понятно, что вот в 90-е годы, ну, там кто-то писал что-то, книжечки какие-то там распространял там. И так далее. Но я говорю о фундаментальном труде. Фундаментальных трудов нету ни у одного, я, по крайней мере, не видел. И тот тип культуры, который существует у сибирских, палеосибирских, номадных народов, он не предполагает наличие внутреннего, во внутренней традиции вот этого чистокровности, значит, требования к какому-то, ну вот, каким-то вот брачным таким определенным традициям и так далее, что нужно только на своих жениться и так далее. Это больше характерно для оседлых, когда они там живут на одной территории, им надо эту территорию каким-то образом от соседних врагов защищать, короче. Ну, вот как в Европе, там же нации из-за чего сложились. Они начали увеличиваться в численности, начали расползаться там, значит, потому что, ну, хорошо работали, да, там хорошо впахивали, там эти поля обрабатывали, срали на них, жрали зерно, срали там на эти поля, потом снова там вот это все, да, увеличивалась численность через какое-то время. Периодически, конечно, там случались всякие холеры и там и все прочее, какая-то численность мерла, но все равно численность оседлых, она стремительнее гораздо увеличивалась, нежели чем тех же номадных, например, народов. Поэтому, конечно, у них там сформировался и национализм, и все прочее. Да? Хотя вот если 150 лет назад спросить того же австрияка, кем ты являешься, он, наверное, ну, в своем сознании бы он сказал, вот этой местной деревне, там, да, батя у него там кузнец какой-нибудь, там, или еще что-то. То есть он бы так себя определял. И вот национализм это, ну, искусственная концепция, так скажем. И когда нужно было вот эту массу держать, потому что такому, ну, вот австрияку приди, ну, ты знаешь, а прусский король, император, он получше, чем твой. Так, у меня что это отрубилось. Ох ты, у меня разрядился этот. А что же вы говорите, что же вы не говорите, что у меня... видимо, подождите, он разрядился, и, по-видимому, звук пошел этот, как его. Так. Кулунур. Ну, я это, как его, никогда якутской это не интересовался. Не знаю, что у вас там, поэтому. Ну, у нас тоже там же что-то писали у бурят, короче. Ну, там что, пара статей, там это не говорит ни о чем. Тоже там такие писуны были, короче, потом пошли на услужение красным там. Потом там всех расстреляли, короче, дурачков. Ну, то есть, как бы, что толку-то? Ага, это сюда нужно вставить. Так. Ага, пошла зарядка. Так, это я, наверное, тоже поставлю заряжаться. Так, надо выключить.
Странно, что база, она почему-то разрядилась быстрее, чем этот. Странно. Так, и этот тоже поставим заряжаться. Ну, в общем, ладно. Что-то избомбился этот Уренхай, там бедный, несчастный. Веди канал Уренхай, короче, там рассказывай, там что-то популяризируй как раз. Это я у вас знаю, там этот Устунсу есть, короче, вот эту всю чушь, они там тоже, как будто бы они такие, блядь, пиздец, какие якутские националисты. А сколько он через эту Устунсу уехал-то, забушлатило-то. Да? Ну, так не делается, то есть там надо восстание было поднимать, короче. Но ресурсов нету, дорогие друзья. То есть, а ресурсов не будет, потому что диаспора десоциализирована. Здесь и в Европе толком никаких институций нет. Я вот сейчас с человеком нашим разговаривал. Ну, и оказывается, Австрия – это одна из таких стран, в которой очень хорошо спонсируются некоммерческие организации. Я вот подумываю, чтобы после организации, некоммерческой организации в Польше, филиал здесь открыть. Но мне нужны буряты или люди, которым можно доверять, короче. Да, потому что тут молодых, ну, вот этого вектора, там, художники, иллюстраторы. Здесь хороший в Вене технический университет, между прочим. И технарей тоже можно вывозить. Организуем некоммерческую организацию, там скажем, что вот буряты там слабенький, отсталый народ, короче, колонизированный, типа. И вот мы через венские вузы будем их деколонизировать. Типа у Австрии хорошие колонизации. Там, типа вот империю расформировали сами там. Значит, ну, бархатные разводы там и все прочее, короче, там. Чему? Благодаря высокой цивилизованности австрийского народа, короче. Ну, что-нибудь придумаем, друзья. То есть, это хорошая идея, на самом деле, потому что буритошек надо спасать, короче. Я и на первом, и на втором форуме свободных народов, свободных государств пост-России об этом как раз говорил. Дайте нам места, мы их наполним бурятами, короче. Ну, для того, чтобы в полную силу об этом говорить, нужно, конечно, создать некоммерческую организацию. Так что следующий сбор вы мне помогли, мои подписчики, сюда в Вену приехать. Но следующий сбор будет на НКО. Мне нужны будут люди, те же иллюстраторы и так далее, там эмблемы, там что-то создать, там и так далее. Дизайн печати, что там. А то, как его, а то различные сервисы искусственного интеллекта, они там все к свастикам сводят, когда ну, там просишь какую-нибудь эмблему нарисовать, там везде какая-нибудь свастика возникает. Короче, я не знаю почему, по какой причине. Но все, что касается национал-освободительного, там, типа, создай эмблему национал-освободительного движения Бурятии, короче, да. Он бах там и какую-нибудь свастику рисует, короче. Да, ну не просто свободу, надо еще подготовить, прокачать публику, короче. То есть нам нужна вторая радиосвобода, на самом деле. Потому что первая, она справилась со своей задачей, сейчас уже больше как прибежище для всяких этих пенсионеров там и так далее. Ну, там они постольку финансируются. А в Конгресс нужно внести, ну, там, скажем, предложение, все прочее, о создании второй радиосвободы. То есть уже допиливать рашку. И если Конгресс примет соответствующее решение, бабки, короче, то нормально будет, короче. Поэтому тут надо в этом плане открыто говорить и прокачивать эту идею. Потому что, ну, одна бурятская, там, допустим, некоммерческая организация, она это не прокачает. А если там соберемся, допустим, 30-40 представителей различных деятелей, в том числе из Центральной Азии, вот идея, которую предложил Ержан Тургумбай, блогер
политик казахстанский, о том, чтобы создать партию автохтонных народов Евразии. Это очень хорошая тема. И сейчас, так скажем, но нам нужны люди, включайтесь в эту работу. Площадка тоже открытая. Я потом оставлю, значит, ну, Ержана Тургумбая вы можете найти там. На самом деле, если у вас есть предложение, вот Туринхай там капслоком там сторчит, короче. Ну, давай, выйди на Ержана Тургумбая, там есть WhatsApp у него, номер телефона, WhatsApp, короче, туда напиши ему, там в прямой эфир выскочите, короче, можете там поговорить, ты там расскажешь об Амосове, там, значит, об этом Чурапчинском своем, там, и так далее, свое видение, так скажем. Что ты тут это... Давай уже по-серьезному, короче. Ну, или давай мне напиши. E-mail там тоже где-то в описании видео будет, короче, договоримся, я тебя на прямой эфир вызову, там, побазарим, короче. Как там нам, что нам делать и как нам границу, например, между Сахой и Бурятией делить. Потому что я хочу Бодайбо взять, а вы хотите Бодайбо себе взять. Поэтому надо там где-то границу-то кинуть. Иначе, чтобы пограничных споров не было. А то, ну, вдруг буряты обидятся, вас еще севернее загоним. Ну, а потом будете обижаться. Не, там, вот пишет читач Путлер, слаб, слил Сирию, Африку. Не, на самом деле, сирийский режим сам по себе слился. Его перестали поддерживать во Франции, потому что французы долго и сильно опекали режим Асада. И, так скажем, ну, уже необходимость отпала. То есть, этот режим себя дискредитировал. Ну, и опять же, на чем держался режим? Это алавиты, меньшинство их, и, по-видимому, случилась такая же ситуация, как вот в Рашке случается. То есть, численность начала падать. Ну, то есть, алавитка, семья алавитов, такой средний класс там, да, за счет того, что везде в управлении, в государственном, там, в бизнесе и так далее, там везде алавиты. А зачем этой алавитке среднего класса рожать 10 детей? Понимаете логику, да? Ну и вот их просто численно сократилось, то есть неким воевать теперь, неким держать. А все остальные, ну, видимо, так получилось, что там все сунниты. И за время вот этой революции, которая с 2011 года идет, там, видимо, вот эти все агрессивные, значит, представители алавитского режима, они все передохли тупо. И режим, он, я так понимаю, что после начала войны в Украине, он сразу же понял, Асад, что будет слив, и все это время додаивал Сирию. И это можно понять по тому дворцу, который пустой был. То есть туда ворвались, подумали, что там что-то найдут, нашли только какую-то позолоту, да, боксы там брошенные и все прочее, а золотишка нет. И долларов там в пачках тоже нету. Почему? Потому что заранее все это было. Это не было бегство, там, как некоторые там пишут и так далее. Вот вроде там за 3 дня там пал, там все прочее, короче. Ну, он пал почему? Потому что он слился. И уже были договоренности на тот момент о том, что уже с алавитами, уже непосредственно без Асада, о том, что они не выступают против оппозиции сирийской. И, соответственно, они, ну, как бы при своих остаются. То же самое в Бурятии. То есть нужно со всеми общаться и говорить, что если они будут за русский мир, чинить препятствия, не дадут присягу бурятской конституции. Видите изменения. Раньше я говорил, что присягу бурятскому народу давать. Но подумал, что это, наверное, политически, с точки зрения политики, вообще, в принципе, это, ну, устаревшая модель, так скажем. А вот Конституции, да. Ну, тогда будет в масле, может быть, еще даже побогаче будет, чем при путинском режиме. То есть, таким методом надо действовать. Силой и угрозами. Так.
Иванушка дурачок. Ну, когда его перестанут поддерживать, вы же видите сейчас, сколько русни там бросилось там на Вову Путина, там, понимаете? Ну, опять же, это же давно над этим работал. То есть, я же говорю, что мы-то не против Путлера одного лишь. Буряты должны вытравить из себя русский мир. А русский мир, он с точки зрения того же Путлера, он гораздо объемнее. И почему не важно, если Путлер даже сдохнет сам по себе. Понимаете? Я вот вчера там пили за то, чтобы Путлер сдох, а я говорю, за то, чтобы он долго жил, потому что он очень аккуратно утилизирует русню. И все там словили какие-то флешбеки там и так далее. Ну, я этого не стесняюсь. Ну, кто сказал, вот это, говорит, настоящий националист, короче. И фишка в чем? В том, что Путлера заменит такой же Путлер. Ну, с другим названием. И опять вот это, ну, это бесконечная борьба ни о чемная, да, с ветряными мельницами. Что снова эта оппозиция будет бороться против Патрушева, там, против Шойгу, там, еще кого-то, короче. Может быть, против Кадырова будет бороться, там, или против Юлии Навальной, что-нибудь в этом роде. Нам-то от этого нужно избавиться, для того, чтобы себя деколонизировать, короче, а не как там бегать там с перьями в заднице и орать по поводу того, что ой, вот сдавайте квартиру бурятам, типа. Или вот нельзя, типа, такие объявления давать там, короче. Ну, неприлично, типа, там. Ну, кому моя квартира, кому хочу, тому сдаю, что там. Ну, не хочу я видеть, чтобы там в них там кыргызы какие-нибудь жили, или буряты, например. Ну, пишу в объявлении. И везде так, на самом деле. В Европе, там, той же Германия, например, вообще проблема снять квартиру. Там целые очереди устраиваются на смотрины. То есть там, ну да, там не напишут такое, что не сдаю сирийцам, короче. Но там ты должен прийти, короче, он на тебя посмотрит, что ты не алкаш, там, не бомжа какая-то, там, работа есть, все прочее, короче. И там владелец выбирает, потому что его собственность, это капитализм. Поэтому бегать вот с этим, с ужаленной вот этой вакистской позицией, там, как еще, причем, ну, совершенно глупой, да, американские какие-то вот эти, ну, вот эти вот, они сами-то не деколонизировали, короче, а другие народы учат. А там все просто, короче. Изгнать русский мир из голов. В Кыргызстане в том же, значит, в этом, как его, вот сколько лет прошло, да, а тем не менее все говорят на русском. И кыргызы говорят, и казахи. Понимаете, сколько лет прошло, короче. То есть на английский очень сложно, потому что русский мир еще там. Он там сидит, плотно сидит. Причем насаживает в Казахстан, вот по словам блогеров, вот этих мул всяких, вот этот исламистов там и так далее. Это не какие-то там арабы делают. Это, говорит, Москва делает. Для того, чтобы Казахстан, там другие страны Центральной Азии потеряли вот это гражданство, чтобы, ну, туда свести, где там вот религиозников можно легко контролировать, короче. Ну, я думаю, что гражданское общество, конечно, в Казахстане оно не сильно будет подвержено, но русский мир нужно изгонять. Вот в той же Монголии, например. Как изгоняют? Просто приглашают представителей других миров, там, например. Самые лучшие школы, я помню, там, 90-е, 2000-е годы, все бегали. Русские школы самые. А сейчас никто не хочет в эту русскую школу идти. Тогда начали всех бедных монголов набирать туда. Почему? Потому что, когда ты китайский учишь или английский, у тебя из Монголии есть шанс поехать, ну, в нормальную, в приличную, цивилизованную страну. Понимаете? А когда ты русский учишь, ты едешь в Москву, и где-то тебя оплевывают, короче, с ног до головы. И вот, как бы, ну, это просто они, русские, начинают замечать, короче. Ну, фиксируют, что там, в общем-то, никто уже не хочет с ними вместе жить, короче. И они вот это на пропаганду, на это все денежки начинают бросать, короче. Вот этих вводят, как его, всяких вот этих, значит, либералов этих, короче, всяких бурятских, которые там на каждом форуме ездят, меня там рекламируют, короче. Правильно один товарищ сказал, ты, говорит, Халтаров их всех победил, короче. Я думаю, каким образом? Я ничего не делал для того, чтобы побеждать. Он говорит, на всех тусовках русской оппозиции обязательно упомянут твое имя.
Памятник себе воздвиг нерукотворный. Ой, началось это вот. Гаплогруппы там что-то и так далее. Ты же не генетик. Что ты вот это, вот эти шизофреники, они там нахватаются вот этого. Гаплогруппа это, вы же не понимаете. Вы не понимаете сущности вот этих гаплогрупп, почему они, что они, химизм их там и все прочее. Хватит эту ерундой заниматься, короче. Там сидит какой-нибудь этот шизой, там, гаплогруппа такая, эти гаплогруппы у всех есть, друг мой. Ну, за исключением африканцев, потому что мы оттуда как бы вышли, и у них там этих гаплогрупп нету. И разнообразие между африканцами, оно гораздо более высокое, чем между тобой, мной и каким-нибудь Ванькой. Потому что 50 тысяч лет назад вышла небольшая группа, которая заселила весь мир остальной. Их, правда, несколько групп выходило. В частности, вот палеазиаты, которые, они точно известно, 15 тысяч лет назад Хуанхэ. Оттуда азиаты распространились, там стали оленеводами, там коневодами, там все прочее, короче, вот эта палеазиатчина там пошла, короче, самыми стали, там, так далее, индейцами. 15 тысяч лет назад. Сейчас наука до того дойдет, что даже реконструирует вид того праотца всех азиат, короче, который 15 тысяч лет назад где-то кого-то там на реке Хуанхэ там, короче, размножал. Так что тут говорить, если вот эта шизоидность, вот эта вся там гаплогруппа. Вот сейчас они там все переключились. Раньше они там сакральное сказание цитировали, там еще что-то, короче. Так что не звони мне. Это же будет никчемный разговор, потому что с шизофрениками лучше ни на какие темы не разговаривать. Так что это я предложение к тебе отзываю. Так. Ну, вы в курсе, что беляши возникли от азиат, короче? Ну, от протоазиат. То есть, когда небольшая группа там застряла на Кавказе, вот таких, как я, примерно. Но мы-то на самом деле там хитро, мы там еще с денисовским человеком подмешаны. А эти больше с неандертальцами, короче. Ну, денисовцы и неандертальцы, они отличаются. Вот у азиат больше денисовских, так скажем, генов. А у этих там, ну, неандертальщина и так далее. Но они появились из-за того, что вот смешивались друг дружки, короче, и у них там произошла там определенные мутации, которые там привели к появлению голубых глазов, вот этих светлых волос и белой кожи, короче, прозрачной. Так что это, ну и плюс оволосение, короче, да. Ну. Так что это, можно так говорить, если примитивным образом, что вы-то от нас произошли, короче. Так что вот так. Так. Вот там какой-то межнациональный срач. Короче, я предлагаю тем, кто на меня подписан, там на провокаторов не вестись, потому что они сейчас будут дискредитировать канал мой и пытаться, значит, найти людей, вычислить. Поэтому свои имена никакие не используйте. Если вам вдруг в социальных сетях кто-то начнет добавляться, короче, это свидетельство будет того, что за вами уже пялятся, короче, на вас. Поэтому бурятам советую слушать, короче, ставить лайки, донатить через безопасные платежные системы, короче, и не вступать в полемику с провокаторами. Сейчас там сидит вот эта вот орлиха, наверное, какая-нибудь, еще какой-нибудь пидор с этого, как его, с Улан-Удэнского, и там комментарии эти, как его, постят, короче, там. А вы на них ведетесь, а потом вам уголовку какую-нибудь пришьют, короче. Ну, потому что они уже обучились там находить людей, там, и так далее. Почту вашу взломают, там, и так далее. Поэтому не подставляйтесь, короче, если вы вражки. Смотрите, лайкайте, ставьте вот эти всякие там. Ну, в полемику со всякими идиотами вступать не нужно, короче. Ладно, слушай и наслаждайтесь мной, короче. Ну и наш эфир
Традиционно заканчиваем нашей триадой. Пишите, что я должен говорить. Запомнили вы или нет? Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Три простых вещи. Каждый день повторяйте. Проснулись. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Три вещи. Как мантру. Как молитву. И она сбудется. Обязательно. Сим победим.